Летят журавли к старым гнездовьям. Видно, влечет их чем-то и неторопливо степной шим, и вся, казалось бы, нещедрая здешняя природа. Когда-то наши деды разбивали здесь свои кочевые аулы. Потом в советское время начали оседлую жизнь. В 30-м вместе с переселенцами основали колхоз, один из самых первых на севере казахской земли. Люди постарше помнят, как в тот же год открывали эту школу. Ведь учить надо было не только детей. Во всем ауле было двое грамотных, Ламали Кунарбаев и Исмаламбет Нурманов. Они и возглавили колхоз и аулсовет. В ту пору байский нож и кулацкий обрез подстерегали активистов. Может, вспоминает сейчас Аксакал своего старшего сына и ту осеннюю ночь, когда враги пришли убить его, Ламали, но, не застав дома, лишили жизни маленького Газиза. Мальчик только несколько дней не дожил до первого школьного звонка. Букварь и тетрадки Газиза достались брату Ермеку. Теперь, после института, Ермек заведует учебной частью школы, где когда-то сам сидел за партой и шалил на переменах. За 37 лет школу окончил чуть ли не весь аул. Давно ли Бекап Бектурова сама была первоклассницей и побаивалась таких вот визитов своей учительницы? Вдруг расскажет про кляксы и перепачканные чернилами руки. И в литературном объединении школьные питомцы разных лет. Ермек Кунарбаев еще не твердо выводил буквы, когда первые стихи и поэмы Галыма Молдыбаева уже печатались в газетах. Ахметчан Нуртазин и народный акын Кабиден Шалабаев, пожалуй, с той же поры на каждом айтысе вступает в поэтический спор. Словом, есть кого послушать, у кого поучиться авторам первых в жизни стихотворных строк. Пусть еще робких, неумелых, но согретых добрым чувством к землякам, светлой памятью об атыре аула Искаке Ибраеве. Он прошел долгий и трудный путь по дорогам войны. Не из весточек его, скупых и скромных, из газеты писем командования узнали в ауле о многих подвигах своего земляка, гвардии лейтенанта Искака Ибраева, удостоенного звания Героя Советского Союза. После войны почти 20 лет бессменно был он парторгом. Умер он от старых фронтовых ран. Они раньше не раз напоминали о себе, когда на месте этих нив еще лежала нетронутая ковыльная степь, и надо было пахать ее и днем, и ночью, и колесить сырыми рассветами от стана к стану, от агрегата к агрегату. Тогда эти парни только окончили школу, а теперь каждому из них памятно,
как на базе колхоза создавали крупный совхоз. Памятны многие такие же кануны жатв. Вот так же брали обязательства перед выходом в поле. Так обычно напутствовал и парторг. Он еще всегда успокаивал. Ничего, трудно было на ремонте, легче будет в страду. А жатвы бывали нелегкие. Когда распахали 20 тысяч гектаров целины, были опасения, что не хватит пастбищ. Туго, мол, придется стадам и отарам. Но агрономы, а вместе с ними и парторг, и Тлембай Спаин, теперь всеми уважаемый животновод, депутат областного совета, доказывали обратное. Время подтвердило их правоту. Показало, какие огромные кормовые возможности открывает большое зерновое хозяйство. Как уверенно пошли в гору все отрасли животноводства. Каждый год подышать озерной и степной прохладой, повидаться с родными, с земляками, из разных далеких мест приезжают гости. Герольд Карлович Бельгер живет в Алма-Ате, но убежден, что нигде так не работается, как в родном ауле. Здесь в школьные годы увлекся он изучением казахского языка, потом институт, аспирантура. Герольд Карлович знает немецкий, английский, узбекский, киргизский, а родным считает казахский язык. С оригинала переводит он книги казахских писателей. Дождался гостя Эльмагамбет Курмангожин, ветеран войны и труда, теперь пенсионер. Есть ли большая радость, чем принимать после долгой разлуки старшего сына? Салим – дипломат, приехал из Объединенной Арабской Республики. Не раз в дальних далях вспоминалась ему легенда о половецких травах, запахом своим влекущих к родной земле. Молодым скажи, не поверят, что в первые годы оседлой жизни во всем ауле только 3 семьи сеяли по 1 десятине пшеницы. Кто бы тогда подумал, что земли одного только нашего аула, нашего совхоза, теперь носящего имя воина и парторга Искака Ибраева, станут ежегодно давать по 1,5 миллиона пудов. Этого хлеба хватит чуть ли не на целый год для такого города, как Петропавловск. Осень – время новых забот и новых радостей. Весь аул соберется сегодня вместе. Нет,
Не цифрами годовых итогов, как бы ни были они внушительны, открывается той, праздник в честь хлебороба и чабана. Первое слово Акына. Пусть, воспевая героев страды, скрестят они свое песенное оружие. Озаттар қатарына ие болуп орденін алып келді ол өлең. Ауылым Ленин атты алтын бесік, киінін түрлі өнердің тұрғаны шешіп. Бітіріп 10 жылдықты бұл ауылдан жүздеген мамандар бар шыққан өсіп. Те, кто целый год соревновались на полях и фермах, сегодня еще не раз поспорят в силе и ловкости джигитов. Хорошо, когда два побеждающих джигита оказываются отцом и сыном. А теперь кызгу, народная игра. Догони девушку. Поцелуй или камча достанутся джигитам? У Ашима Сарсикеева, учетчика, в этот день другие волнения и другая радость. Жизнь идет своим чередом. Малыши мечтают стать первоклассниками. Ребятишки постарше выбирают книги и увлечения, из которых рождаются будущие профессии. И разлетятся ли они или навсегда останутся в здешних местах, все равно до конца дней будет близок их сердцу родной аул, наша скромная, милая земля Приишимья.